Добрый вечер. В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В минувшие выходные авиаторы республики отметили знаменательное событие – 90-летие авиации республики. И впервые самолет в небо над Иркутском поднялся 8 октября 1925 года. И именно с тех пор зародилась история авиации Якутии. 90-летний юбилей – это серьезный повод порассуждать о прошлом, обдумать настоящее и посмотреть в будущее. Поэтому тема нашей сегодняшней программы – гражданская авиация Якутии. Проблемы, состояния и перспективы. Добрый вечер, уважаемые гости. В студию мы пригласили представителей ведущих авиакомпаний республики. Это флагман авиационных перевозок авиакомпании «Якутия» и региональный перевозчик полярной авиалинии, который обслуживает весь север нашей республики. Еще раз здравствуйте, с прошедшим праздником вас. Но сегодня мы будем говорить не о юбилейных мероприятиях, конечно же. Проблем накопилось много, и вот самый первый вопрос, который я хотела бы задать всем, в принципе, участникам программы, это как вы оцениваете, как вы характеризуете ту ситуацию, которая сложилась на сегодня в авиации республики? Добрый Павел вечер. Викторович. Я бы хотел охарактеризовать эту ситуацию как ситуацию, которая отражает те тренды в экономике страны, которые сейчас происходят. В общем, сложные времена переживает вся гражданская авиация страны. Сейчас эта тема не сходит с телеэкранов, и в средствах массовой информации можно каждый день увидеть сообщения о каких-то проблемах, связанных с деятельностью гражданской авиации. Это коснулось, конечно, и нас, но, с другой стороны, это тот период, когда мы сейчас проводим или рассматриваем, проводим более детальную, скажем, оценку того состояния и что нами сделано за прошедший период, и вырабатываем решение, как можно более эффективно управлять этой деятельностью в дальнейшем. Есть несколько сегментов, на мой взгляд, где вот эти процессы, кризисные явления затронули в большей или меньшей степени отдельный сегмент авиации. Больше проблем, конечно, сейчас в области магистральных авиаперевозок. В меньшей степени экономические проблемы затронули проблемы региональной авиации, связанные с эксплуатируемым парком воздушных судов, со самой структурой доходов и расходов авиакомпаний. Но, тем не менее, в настоящее время, если мы говорим в целом об авиации республики, мы имеем несколько дополнительных преимуществ на рынке, так как правительство республики, наш собственник, оказывает активную и существенную поддержку именно в этот период, понимая, что в дальнейшем за счет этого мы можем ожидать рост. И, конечно, мы каждый день думаем о том, каким мы или какой мы увидим авиацию через 2-3 года. Это как бы основная наша цель, чтобы при прохождении сложных или низших точек в своем развитии мы могли уже видеть реальную перспективу, как мы будем работать, как мы сможем улучшить не только все наши объемные показатели, но самое главное качественные для наших пассажиров. Александр Викторович, Владимирович Александр. Оценка сегодняшний период. Мы, региональная авиация, эксплуатируем самолеты малого класса и вертолеты. Самое главное, конечно, это для нас достаточное количество техники, достаточное количество подготовленных экипажей. Так как у нас достаточно сложные региональные условия, и на сегодняшний день подготовка экипажей должна быть на высшем уровне. Это выполнение полетов в горной местности, полеты по срочным санзаданиям, где подготовка экипажей играет ключевую роль в данном виде. Точно так же мы занимаемся подготовкой экипажей для выполнения аварийно-спасательных полетов. Это обеспечение поисково-спасательных полетов, медицина катастроф. Ну и всевозможные полеты, которые связаны для нужд населения. Это в том числе, если хотите, социально значимые рейсы, которые выполняются во всех улусах Якутии, где, опять же, везде сложная метеорологическая обстановка, особенно в настоящий период. Это осенняя, весенняя, когда идет смена
погоды, резко континентальный климат у нас. Это все зависит от, конечно, качества подготовки экипажей. Это очень главное на сегодняшний день. Да, экипажей достаточно, но нужно не забывать о возрастных характеристиках. Для сравнения, не буду углубляться, но средний показатель, скажем, годовой, это за 50 лет. Это командир воздушных судов. Да, мы столкнулись с проблемой, когда с середины 90-х и до начала 2003 года у нас не было ни вторых пилотов подготовленных. То есть пришлось переучивать, пришлось выкручиваться как-то. На сегодняшний день мы столкнулись именно вот с этим критерием. Очень приятно, что на сегодняшний день мы видим увеличение желающих, именно молодое поколение, учиться в училище, в авиационном училище. С каждым годом их больше и больше, это приятно видеть, и я наблюдал это не один раз. Это дорого стоит, это приятно. Ну хорошо, и, Татьяна, если как бы мы, в общем, в принципе, понятно, я думаю, что по частности мы пройдемся и дальше. Давайте как бы приступим, наверное, к обсуждению отдельных Конкретных проблем, да? Вот, например, авиакомпания «Якутия». Вы действительно сказали, что очень часто выделяется помощь со стороны бюджета республики. Это действительно так, и общественность за этим наблюдает. Как сейчас чувствует себя авиакомпания «Якутия» в финансовом плане? Вы правильно заметили, что мы получаем поддержку из бюджета республики, но не только. Общее направление в развитии гражданской авиации, оно заключается в том, что сейчас идет очень серьезная поддержка и внимание именно к региональным авиаперевозчикам. У кого? И на федеральном уровне. И на федеральном. Да. Поскольку вот практически все программы поддержки авиаперевозок, программы субсидирования, программы приобретения новых самолетов, они все рассчитаны на региональные авиакомпании. Как правило, крупные перевозчики, такие как Аэрофлот, Трансаэро, в эти программы не попадают, ну, за исключением, наверное, программы авиаперевозок, субсидирования авиаперевозок из Дальнего Востока в центральные города России. Но кроме этого существует еще несколько крупных программ с объемом финансирования гораздо большим, чем программы перевозок из Дальнего Востока. На наш взгляд, это такой реально правильный тренд, поскольку в предыдущие годы вот баланс или пропорции между международными перевозками и внутренними последние где-то, может быть, 5-10 лет находился на уровне 50 на 50. Тогда как практически во всех развитых странах, ну а может быть даже и регионах, таких как Европа, да, которая объединяет несколько стран, эта пропорция находится на уровне примерно 20% к 80%. То есть 20% это международные перевозки и 80% внутренние. Внутренние перевозки в любом случае это такая корневая система, которая питает в дальнейшем и дает пассажиров для перевозок уже на остальных, на международных маршрутах. Вот сейчас появилась тенденция с прошлого года, объем перевозок на внутреннем рынке начал превышать перевозки на международном рынке. И он растет. К сожалению, я хочу отметить, что падает объем международных перевозок. Это связано с снижением доступности этих перевозок для большинства населения страны, ну, поскольку вы знаете, да, волатильность рубля, резкое снижение курса рубля, то есть стоимость авиаперевозок на международных линиях осталась все равно в валютном выражении. Вот это все ведет как бы к снижению этого сегмента. Но те программы поддержки региональной авиации, они демонстрируют такой устойчивый тренд к развитию. Коснулось это и нас. Поддержка, которую осуществляет нам правительство республики, она абсолютно видна, очевидна. Эти средства идут, ну, первое, конечно, на приобретение воздушных судов, как правило, отечественного производства. Это предоставление гарантий на приобретение самолетов, которые мы эксплуатируем, Суперджет. Авиакомпания «Якутия» первая на Дальнем Востоке, ну и фактически вторая в России, начала эксплуатацию самолета. И сегодня мы имеем весь спектр услуг по обслуживанию этого воздушного судна не только летным составом, но и инженерно-техническим. Все виды технического обслуживания, включая самые тяжелые чеки, производятся именно здесь, на базе в Якутске. Что это такое? Это рабочие места, это квалифицированный персонал инженерно-технический, это перспектива дальнейшей работы с самой новой современной техникой. Также мы эксплуатируем самолеты регионального назначения. Вот
вы знаете, долгое время, на протяжении 8 лет авиакомпания «Якутия» эксплуатировала самолет Ан-140. К сожалению, события на Украине сделали, ну, скажем так, весьма затруднительное, а возможно даже и невозможно дальнейшую эксплуатацию этих воздушных судов, по крайней мере на данном этапе. Но переход на самолеты региональное канадское производство «Бомбардье» были сделаны быстро, ну, скажем так, перестройка шла на марше, да, темп был высокий, и я хочу отметить, что именно персонал с этой задачей справляется. Вот за последние 8 лет авиакомпания «Якутия» смогла освоить 6 новых типов современных воздушных судов. Иностранного и российского Вот вы знаете, производства. извините, что перебиваю, да, действительно, вы правильно сказали, что это все очень прозрачно, но в каких объемах оказывается государственная поддержка авиакомпании «Якутия». Но тут вот немножко такой обывательский, может быть, вопрос, да. Очень большие деньги вливаются в компанию на протяжении уже нескольких лет, да. Все время мы говорим о том, что в перспективе ждет нас безоблачное будущее. Но одна за другой, и это все сейчас уже знают, покидают авиакомпании наш регион. Обанкротилась Трансаэро, уходят с рынка Seven и Аэрофлот. Каким образом вот эта ситуация скажется на наших Конкретно авиакомпаниях? Как вы думаете? Давайте послушаем вот ваших коллег. Григорий Иванович. На самом деле у нас на Вот эта сегодня- ситуация, я имею в виду, как она отразится на развитии наших компаний. на сегодняшний момент мы имеем факт того, что авиакомпания Трансаэро прекратила полеты. В перспективе то, что, ну, вы точно заметили, обсуждается возможность прекращения полетов на определенный период авиакомпании Seven и Аэрофлот. Ну, для нас, безусловно, если реконструкция аэропорта будет идти в таком жестком режиме, о котором говорится, значит, с ограничением длины взлетно-посадочной полосы до 1800 метров в 2017-2018 году, мы для себя эту задачу, это понимаем прежде всего как очень важную задачу обеспечения транспортной доступности республики, прежде всего. То есть здесь будет проводиться работа и летно-методическая с точки зрения обеспечения, во-первых, безопасности полетов, то, что приоритет авиакомпании номер один. Во-вторых, нами разрабатываются различные варианты логистики для обеспечения перевозки пассажиров. Поэтому мы рассчитываем с этой задачей справиться. Ну, по сути, тоже, чтобы было понятно для населения, мы говорим о очень нагруженном периоде в течение 3 месяцев. То есть это июнь, июль и август. Летний период. Да, летний период. Потому что остальной период будет менее напряженным и более свободным. Но для нас это задача. Знаете, я понял. А вот смотрите, в принципе, очень часто, когда начинается обсуждение поддержки авиакомпании «Якутия», обывательский маленько подход, говорят, ну хорошо, мы поддерживаем авиакомпанию «Якутия», но для меня, рядового жителя Якутии, получается, приобретая билеты, стоимость билета не ниже, да, то есть, в принципе, преимуществ никаких нет, либо даже дороже, бывает даже дороже. Вот как авиакомпания относится вот к этим заявлениям? Что вы на них отвечаете? Пожалуйста, кто может? Первый фактор. Значит, ну, как правило, билет на авиакомпании «Якутия», он соответствует рынку. Компания работает в рынке. То есть, Но рынок такой поддержки не получает, как вы сами заметили. Ну, если мы говорим, что кто получает какую поддержку, ну, ее, во-первых, никто не знает сейчас здесь. Или из наших пассажиров, это не открытая тема, да, но я могу сказать, что компания «Аэрофлот» получает поддержку кратно больше, чем компания «Якутия». Возможно. Это государственная компания. Но все равно все компании работают в рынке. Поэтому, ну, билет пассажир может выбрать любую компанию, достаточно серьезная конкуренция. А Если сейчас мы у нас говорим- не будет ведь никакой конкуренции. По сути, авиакомпания «Якутия» остается монополистом, нет разве? Ну, это еще, скажем так, вопрос. Ну, Но тем более, да, на самом деле план такой есть. Это связано с реконструкцией. В этот период мы будем, как сказал Решетников Григорий, выполнять задачу именно авиаперевозок. Нам ее надо обеспечить, потому что мы твердо уверены в том, что кроме нас эту задачу вряд ли кто-то сможет выполнить. Имея здесь базу, то есть это достаточно высокий объем работ, это же не только полеты только в Москву, это полеты по всему спектру наших маршрутов.
Но если мы говорим о рынке, и когда пассажир трансформирует, то я хочу сказать вот такую одну вещь, о которой мы, в принципе, всегда говорим открыто. Мы стараемся работать на все-таки экономически обоснованных ценах. Вот яркий пример. Компания Трансаэро прекратила полеты сейчас по многим дальневосточным маршрутам. Вы видели, наверное, тоже в средствах массовой информации. Многие губернаторы обратились в правительство России с вопросом, или точнее даже за помощью, в вопросах обеспечения просто авиаперевозок. Это такие регионы, как Амурская область, Магаданская область, где как только остается один перевозчик, тарифы взлетают в несколько раз. Что и было Ну, тогда вот на продемонстрировано самом сейчас. деле еще ведь не ответили на такой вопрос. Вот Павел не зря задал, немножко так завуалированно. Как будет решаться вообще тарифная политика? Ну, чтобы граждане, населения знали, к чему готовиться. Тарифная политика в компании всегда является, конечно, тоже таким предметом очень детального и принципиального подхода. Мы понимаем задачу обеспечения авиаперевозок. Значит, я могу сказать одно, что, конечно, тарифы будут формироваться, исходя из экономических условий. Компания не может работать себе в убыток, это первое. Тем не менее, для всех категорий граждан существуют разные сетки тарифов. Ну, скажем, на одном рейсе вы знаете, что тарифов там, ну, больше, по крайней мере, десятка. Я вам хочу сказать, что программы субсидирования перевозок, они будут продолжать работать как раз в этот период. Вот именно в этот летний период, когда будет ограничено использование, скажем, воздушных судов большой пассажировместимости. То есть фактически каждый сегмент будет иметь возможность и доступность к авиаперевозкам. Ну, во-первых, программу субсидирования, вы знаете, мы предоставляем не менее 60 мест на каждом воздушном судне для этих категорий граждан до 23 лет, там и старше 55 для женщин и мужчин. То есть эта программа будет продолжать работать. Программы анонсированы, и они не сокращаются. Даже в условиях кризиса эти программы правительство Российской Федерации не сокращает. Ну и, соответственно, наша тарифная сетка будет выстроена существующим, соответственно, чтобы все категории граждан могли воспользоваться этими перелетами. Я не исключаю, что будет, конечно, сетка дорогих тарифов, но она есть и сейчас. И я вам скажу, что если смотреть опять же на этот сегмент, то наивысшие тарифы все-таки не в компании Якутия. Как правило, это у наших даже конкурентов Аэрофлота и Сибири. Сетка дорогих тарифов у них выше. Иногда пассажиры этим пользуются. Но вот видите, вопрос-то немножко в другом. Вопрос-то в том, что деньги республика дает, а как это влияет на тариф? Он не становится меньше. Почему? Вот суть вопроса, который не только я задаю, Хорошо. который задает дальше У меня еще достаточно большой... следует следующий Да, вопрос. я вам могу пояснить или объяснить позицию. Ну, во-первых, тариф ниже вряд ли возможно, чтобы он стал вот в настоящий момент. Но если вы заметили, несколько последних лет тарифы на центральных направлениях, они снижаются. Ну, скажем, если там лет 5 назад средний тариф на маршруте Якутск-Москва у нас был примерно 15 тысяч рублей, да, в одну сторону, то сейчас он находится на уровне примерно 12 тысяч рублей. Это конкуренция. Причем иногда избыточная, а во многом и демпинг, который делали некоторые компании, которые сейчас и терпят проблемы на рынке. Именно по этим причинам авиакомпания вынуждена прекратила многие полеты в дальневосточные регионы. Потому что когда мы начали встречаться с таким демпингом, мы видели, что это грозит достаточно серьезными экономическими потерями. Правительство республики оказывает поддержку не для снижения тарифа или демпинга с другими перевозчиками, а для устойчивой работы авиакомпании. И если мы видим, то тренд, по крайней мере, говорит о том, что тарифы, как правило, не растут. Конечно, на внутренних маршрутах рост тарифов есть, но прежде всего это зависит от поставщиков услуг. А вы знаете, Это у населения... авиакеросин, это аэропортовые услуги, это стоимость по техническому обслуживанию, лизингу воздушных судов, поскольку у многих из этих вещей они просто производятся в валюте. Мы следим, но если мы смотрим за ростом цен или услуг наших партнеров, или тех, кто предоставляет нам услуги, операторов. Павел Викторович, извините, мы сейчас уйдем на короткую рекламу, потом вернемся в студию, продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире «Не пропусти» главное, и мы сегодня говорим о гражданской авиации, о проблемах и перспективах развития.
Ну вот только что мы поговорили очень подробно о тарифах, о том, какая государственная поддержка оказывается авиакомпании «Якутия». А у меня такой вопрос возникает. Сложные времена компания переживает уже на протяжении многих лет. И возникает вопрос, а зачем нам нужна такая авиакомпания вообще республики? Не проще ли было бы зайти сюда авиаперевозчику, скажем, извне, да, который не испытывает трудности? Может быть, так было бы проще всем? Ну, вы знаете, вопрос, наверное, несколько неоднозначный. Да, правильно, много раз уже отмечали то, что немалые средства вкладываются в развитие авиакомпании, но здесь нужно посмотреть, мне кажется, несколько глубже. Все-таки авиакомпания, она оказывает такой довольно разносторонний спектр услуг. То есть это не только, допустим, магистральные перевозки, это и внутриреспубликанские, это обеспечение перевозок по всем нашим улусам республики и плюс межрегиональные перевозки. То есть мы оказываем как бы, такой комплексный подход. Ну и во-вторых, это все-таки наша основная задача обеспечивать транспортную доступность с соблюдением самых высоких требований безопасности полетов. Угу. Ну давайте сейчас поговорим уже о проблемах тогда в малой авиации. У нас уже готов видеосюжет, который прислали наши коллеги из Абыйского, Улуса, корреспондент Екатерина Соломова. Давайте посмотрим. В наших северных условиях авиация – единственный вид транспорта круглогодичного действия. Потребность малой авиации в нашем Улусе с учетом огромных расстояний и отсутствия дорог, в особенности осенне-весенний сезон, огромная. Ведь в условиях бескрайности и бездорожья, отдаленности населенных пунктов реализуются и решаются масштабные задачи по обеспечению транспортной доступности. В нашем Улусе нет постоянного базирования Ан-3, что отрицательно сказывается на транспортном сообщении между населенными пунктами. В период распутицы полностью отсутствует наземная транспортная инфраструктура, в связи с чем население испытывает определенные трудности. Как месяц уже у нас самолет не летает. Вот как нам быть? Сейчас вот бездорожье. Например, я должна была вылететь на съезд учителей. Также и другой делегат, глава наслега. Мы так и не смогли принять участие на съезде учителей, например. Просто из-за этого. Ну, это съезд, как говорится, да? А больные, старики, пожилые. Так что эта проблема такая, что действительно надо решать на большом уровне. Каждый год отчет правительства мы слушаем. Каждый год население ставит эту проблему. Но каждый год эта проблема так и не решается. И мне кажется, настало время, когда вот действительно серьезно обратить на это. По условиям авиаперевозчиков накопляемость пассажиров должно быть 65%. При меньшей загруженности самолет не летает. Это понятно, экономически нерентабельно для компании. По этому поводу для директора казенного предприятия аэропорта «Белая гора» свои видения. Основной причиной республика ставится, что нет, лицензированных самолетов. За границей тоже, вроде проблемы с малой авиацией. Но у нас же есть, объединения авиационные, которые могли бы выпускать сами, если бы государство и правительство ставило бы вопрос о создании, самолета малой грузоподъемности. Я думаю, это вопрос разрешимый, может, не в течение года, но в течение 2-3 лет можно было бы решить сам. Малая авиация, конечно, нужна. Северяне не могут жить без нее, ведь с разной регулярностью все мы становимся пассажирами самолетов и вертолетов. Игорь Вячеславович, вот действительно это просто крик души, я думаю, вот этот сюжет, да, и проблема-то она известна давно, и это очень острая проблема внутриулусные перевозки. Живем в 21 веке, как будто в каменном.
нет никакого сообщения вот для жителей вот этих вот отдаленных наследков, они не могут добраться до райцентра, соответственно, не могут вылететь до Якутска. Когда эта обстановка как-то изменится? Что делается для этого? Ну, комментируя конкретный сюжет, хочется сказать, что да, на самом деле самолет Ан-3, который выполняет полеты в Абыйском улусе, работает на два района, это Момский и Абыйский улус. Значит, ну, в общем-то, получается схема такая, что когда надо, он летает у нас в Момском улусе, когда надо, он выполняет полеты в Абыйском улусе. Я, если честно, не могу сказать, про какое время конкретно здесь идет Это речь. сейчас, буквально несколько дней назад. Ну, как мне кажется, что здесь идет разговор о том, что буквально недавно в связи с ненастьем и сильными дождями в Абыйском улусе у нас там у них затопило несколько авиационных площадок, и прием воздушного судна Ан-3 был там просто невозможен. То есть вы хотите сказать, что это просто вот ЧП какое-то, Это да? Что да, это не я система? думаю, что это просто да, какой-то период, который, в общем-то, ну, обусловлен сейчас осенью и так далее. И плюс такие дожди, я думаю, что давно никто не помнит, что там затопляли эти площадки. Ну вот, а пожилая женщина в сюжете только что сказала, что это происходит у них постоянно. Ну, Я не думаю, что она лукавит. не могу сказать, просто на сегодняшний день, буквально на сегодня, самолет летает с пятницы. Практически все напряжение уже там снято, но на самом деле, да, перед этим за 2 недели в Абыйском улусе работал вертолет Ми-8 как раз в связи с тем, что были площадки и затоплены, в общем-то. Но этот вертолет, опять же, жители района ждали долго, потому что вмешалась погода, вмешались другие факторы, то, что вертолет базируется в другом улусе, и там тоже у него есть работа, которую тоже надо было выполнять срочно. И как только мы смогли, мы сразу же, конечно, перелетели, всю работу выполнили, хотя там, в общем-то, я считаю, что выполнили там, ну, несколько рейсов, можно так сказать. Вот. И я бы хотел здесь еще прокомментировать один такой момент, что было сказано, что авиаперевозчик ставит условия о выполнении рейса с загрузкой 65%. На самом деле это не так, просто дотация на этот рейс и тарифы на эти рейсы, точнее сказать, выполнены с учетом экономических расчетов, и это заложено в распоряжении правительства республики, что рейсы должны выполняться при 65% загрузке. Ну, я предлагаю, наверное, перейти к теме тех, кто непосредственно управляет. Да, пожалуйста. Прокомментировать. Здесь прозвучал вопрос, как больным вылететь. Здесь немножко хочу разъяснить населению. Определяет приоритет вылетов по заявкам медицины катастроф сами представители медицины катастроф. То есть главврач, сообщается заявка, и конкретно в какой район, в каждом районе у нас нет возможности держать вертолет, содержать. Данный случай Белая гора, значит, ближайший вертолет находится Среднеколымск. Чекурдах, Среднеколымск обслуживает. То есть это время на перелет и так далее. Так, чтобы было ясно, что это не только зависит от авиакомпании «Полярной линии», куда мы хотим полететь или не полететь. То есть это все приоритет определяет медицина катастроф в соответствии с диагнозами и так далее, и так далее. То есть это целое дело, которое... А все-таки регулярность рейсов – это же основной показатель эффективности вообще компании, авиакомпании. И ну, раз люди говорят, что вот есть такая проблема, она существует постоянно, а судя вот по вашим комментариям, можно понять так, что нет проблем-то с авиасообщением в северных и арктических улусах, межулусных. На самом деле есть ведь. Раньше, в 70-е, 80-е годы, насколько я знаю, эти рейсы совершались регулярно. Что случилось потом? В чем проблема? Нехватка, может быть, воздушных судов, может быть, нехватка кадров. В чем проблема?
Конечно, и нехватка воздушных судов достаточного количества, как ранее вы говорите, можно было в ту же Чурапчу слетать 3 или 4 раза в день за тариф там 3 или 5 рублей, я точно не помню в это время. На сегодняшний день тарифы, конечно, существенно выше, и нет обеспечения той загрузки, которая, вот, как предыдущим сообщили, Игорь Вячеславович. да, 2-3 пассажира возить никто не будет. То есть здесь целое дело. То есть как-то к этому нужно менять подход. Ну а далее Но уже... есть определенное расписание, да? Я вот к чему? Почему они ждут там Ну, на вот Игорь поле, стоят, Вячеславович где-то по расписанию. выглядывают, Люди-то, летит видите, самолет люди-то или говорят не- одно, вы не- как не- бы комментируете другое, да? Определенное расписание, конечно, есть. Оно каждый год согласовывается с главами районов, которые, наверное, в свою очередь согласовывают его с главами наслегов. Но его очень сложно выдержать по многим причинам. Первое, значит, мы планируем выполнение полетов, ну, хотя бы с начала июня месяца. По факту мы начинаем выполнение полетов на самолетах, особенно на самолетах Ан-2 и Ан-3, в лучшем случае в середине июля. Это, опять же, подготовка посадочных площадок для приема самолетов. Подготовка у нас возложена на глав наслегов. То есть ждут, пока растает снег, пока реки обратно в свои берега выйдут. Ну, то есть вот эти вот все моменты. И получается то, что мы планировали, уже изначально сломалось. То, что мы хотели. А это плюс ко всему зависит же и не только это, и на общий налет авиакомпании зависит и так далее, содержание самолетов. Вот. Второй фактор – это, конечно, общее, количество пассажиров просто-напросто. Да, люди знают примерно расписание, приходят, но приходят по 2-3 человека. В наслегах в районный центр тоже приходит по 2-3 человека. И выполнять такой рейс, это получается, или авиакомпания берет на себя убытки. Я прошу прощения, но разве вам государство не субсидирует? Тут только что же говорили. Да, Государство пожалуйста, дополните. Мгм. И для решения этих проблем, да, вот регулярности выполнения рейсов, в нашей компании вот взяли для эксперимента самолеты малой вместимости, как Diamond 40 Tundra и Pilatus. И Pilatus мы в этом году начали осваивать в Среднеколымском Улусе. Очень хорошо себя показал на наших площадках. И вот эту проблему накопляемости пассажиров этим маленьким самолетом, когда мы можем вместить 4-5 человек, вполне можно снять, но пока мы его осматриваем. Да, и основной его минус то, что он иностранного производства. А когда Вот он всё. был поставлен у вас на... Он в этом году, в апреле, начал у нас был Эксплуатироваться. сертифицирован и начал коммерческие перевозки. Мгм. И сколько уже примерно произвел? На данный момент мы на нем налетали где-то около 200 часов. Это приблизительно 350-400 рейсов. И где-то около 1000 человек перевезли. Хорошо, я что, хотел бы вернуться как по бы поводу Да, вопроса пожалуйста. субсидирования. Разве государство-то не субсидирует вам эти перевозки? Даже если 2 человека? Республика субсидирует внутриулусные перевозки, но субсидирует не рейс, а субсидирует тариф пассажирский. Мгм. Понятно. То есть и как раз эта субсидия рассчитана под 65% загрузки самолета или вертолета. Мгм. То есть в зависимости от количества посадочных рейсов. Мгм. Понятно. Мгм. Просто хотел дополнить, Да. возвращаясь к вопросу, нужна ли такая авиакомпания или не нужна нашей республике. Вот, в дополнение ко всем перечисленным трудностям и учитывая всю специфику нашего региона, вот лично я думаю, что немного авиакомпаний найдется, которые готовы будут справляться ежедневно с такой задачей. А мы же совместно с коллегами с полярных линий, Нургун Но рассказал. основная про нагрузка-то все Pilatus. равно на полярные авиалинии ложится. Да, они в принципе с ней успешно справляются. Ну Вот да, я если как бы мы рад. А вот Pilatus, рассматривалось ну, же предложение об объединении компаний. Как вы думаете, в чем логика тех, кто предлагает вообще это как вариант? И вы, понятное дело, не согласны? И в чем причина тогда? Почему? Нет, мы, наоборот, не то, что не согласны, мы активно поддерживаем эту идею. Мы То считаем, есть вы что хотите все-таки объединиться? А кто против да, тогда? консолидация на рынке – это, опять же, тоже такая тенденция, которая абсолютно видна. В какой форме она проводится на территории Российской Федерации, существуют различные формы. Аэрофлот консолидирует как дочерняя компания, многие государственные компании. Вопрос о консолидации авиаперевозчиков республики, полярной линии, авиакомпании Якутия и авиакомпании
он, в принципе, заложен в саму концепцию развития авиатранспортного комплекса. И это не новая концепция, она принималась еще в 2011 году. Другой вопрос, как экономические условия влияют на эти процедуры. Понятно, что в условиях спада перевозок, в условиях кризисных явлений сделать это, наверное, сложнее. Но необходимость в этом резко возросла. И от этого мы считаем, что выиграют прежде всего, конечно, пассажиры, поскольку мы сможем оптимизировать свой флот, мы сможем оптимизировать маршрутную сеть. Кстати, то, о чем сейчас говорили, Сократить расходы, регулярность полетов, частотность полетов в рамках четкого понимания, консолидированного расписания, консолидированного использования авиационной техники. Если мы говорим о производственном этапе, то эти процессы идут, причем самым активным образом. Мы вместе с компанией «Алроса», минское предприятие, совместно эксплуатируем воздушные суда Boeing 737 нового поколения NG и с прошлого года самолеты Bombardier Q400. То есть Милинское предприятие «Алроса» на наших воздушных судах осуществляет полеты по своей маршрутной сети. То есть коммерческое управление их, сертификат эксплуатанта, флаг компании «Якутия». То есть мы используем здесь совместный персонал. У нас одинаковые планы по модернизации флота. Это уже очень серьезные шаги в направлении нашей консолидации. Консолидация на уровне корпоративном, это, конечно, вопрос к собственникам, это вопрос больше экономический, но мы, еще раз хочу сказать, мы активные сторонники именно консолидации авиационного И бизнеса. противники, конечно же, приватизации, наверное, да. Нет. Нет? Нет, конечно, Отдать можно авиакомпания всё в частные «Якутия» руки? также занимается активно программой инвестирования. Наша инвестпрограмма, она работает давно, мы ее разрабатывали совместно с крупными финансовыми институтами, такими как Deloitte. Недавно мы представляли нашу инвестпрограмму на Восточном экономическом форуме. Была сделана большая презентация не только на российскую, но и на иностранную аудиторию. Значит, эти процедуры ведутся. Вы знаете, что у нас много переговоров и с крупными российскими компаниями, в том числе такими, как и Аэрофлот, их дочерние компании «Аврора». Руководители этой компании достаточно часто посещают Якутск. В правительстве идет обсуждение вариантов консолидации. Но вот наш вариант консолидации внутри республики, он, наверное, самый эффективный, самый понятный для нас. Я сейчас не хочу сказать о конечном этапе, полном объединении компаний, но процессы консолидации, они начаты. Они идут уже, конечно. Да? И в конечном итоге все-таки объединение произойдет? Или сложно сейчас об этом говорить? Произойдет, на мой взгляд, точно объединение с точки зрения управления какими-то сегментами перевозок. А с точки зрения сертификатов эксплуатантов, что это будет один, наверное, нет, может их останется, сократится, да, там, до 2. Но вот именно сама идея управления авиаперевозочным бизнесом и повышения эффективности в этой сфере, она, конечно, одна из главных задач. Ну, я предлагаю перейти к, наверное, обсуждению проблем летного состава. Как вот на сегодняшний день чувствует себя, насколько Якутия обеспечена летным составом и что делается для того, чтобы привлечь новых специалистов к нам сюда? Пожалуйста, кто может на это? Ну, вот как раз у нас Якутское авиационное вообще, училище гражданская авиация, правильно оно так называется? В принципе, проблема-то возникла, наверное, в 90-х, как вы заметили, коллеги. И люди начали приходить, молодежь, ближе к 2010 году, так, ну лет, грубо говоря, 7-8 назад. И вот этот пробел, 10 лет не было пилотов вообще. Особенно в нашей региональной авиации. На данный момент потребности в летном составе нет, как-то так, потому что молодежь приходит, молодые пилоты, и они работают. Но теперь возникает проблема с опытным составом, который должен обучать молодой. Потому что по возрасту они уходят на пенсию. Да, кто-то по здоровью. Но мы работаем над этим, мы стараемся. И есть достойные молодые ребята, которые поддерживают инициативу. Я еще не совсем старый. А вот если говорить, ну, раз уж вы взяли слово о компании «Полярные авиалинии», насколько сегодня авиакомпания обеспечивает
ну, бытовые условия, социальные условия перед своим летным составом? Как вы заманиваете, грубо говоря, молодежь? Чем привлекаете? Чем привлекаете? Молодежь. Работой, романтикой. Работой, романтикой? Да. Ну, Ну и, соответственно, конечно же, зарплата. Давайте мы зарплата сейчас супер. прервемся на рекламу, Ну, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире программа «Не пропусти главное». Мы обсуждаем проблемы и перспективы гражданской авиации Якутии. Ну, вопрос, мы остановились перед рекламой на вопросе обеспечения пилотов. Как у вас заработная плата, как социально-бытовые Ну, условия? конечно же, для пилотов молодых, амбициозных, цифры в магистральной авиации более привлекательные. Мгм. Но скажу, что и у нас, скажем так, зарплата в целом у молодого специалиста, только пришедшего на работу, начавшего работать, ездит, как много шутят, средняя цифра зарплаты по региону, по Якутии. Мгм. Вот, скажем, она немного выше. Немного выше. Да. А, И даже а социальное обеспечение как пилотов? полное социальное обеспечение, так же, как и в любой нормальной организации. Что вы имеете под этим? Претензий у вас нет? Претензий нет, страховка, медицинские, все. Ну, По отлично, пенсии, отчисления. И в основном это, конечно же, это сама работа, красота интересная, скажем, насыщенная, не похожая, день на день не похожая, разные ситуации. И даже к нам девушки приходят. И как эта вы работа знаете. действительно привлекает не только мужчин, Да. но и девушек. У нас и в студии сегодня замечательная девушка, позже мы с ней поговорим. А давайте сейчас посмотрим видеосюжет, Да, который подготовила наша коллега Светлана Невольских. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Слова некогда популярной песни совершенно не имеют отношения к героине нашего сюжета. Не относится, потому что наш рассказ пойдет о первой в истории якутской авиации женщине, командире воздушного судна Анне Валентиновне Лазовской. Глядя на эту хрупкую, нежную девушку, не верится, что она способна управлять мощной крылатой машиной наравне с мужчинами. Сразу после окончания Калужского авиационного летно-технического училища гражданской авиации юная Аня пришла в полярной авиалинии вторым пилотом авиаэскадрильи Ан-2, Ан-3, Л-410. Потом было Ульяновское высшее авиационное училище. Сегодня она командир воздушного судна и опытный летчик. Мечта Небе родилась и на пустом месте. Отец Анны Валентин Иванович летал пилотом на Ми-8. Так что любовь к небу – это уже семейная традиция. Мой самый первый вылет был в Калуге еще до поступления. Ну, на самолете Ан-2 с парашютистами. Я сидела справа, и мне очень понравилось. После этого я решила, конечно, да, это моя профессия. Я хочу работать, именно работать вот в этой стезе. Анну Валентиновну и ее коллег ждут в самых отдаленных уголках Республики Саха. Авиакомпания «Полярные авиалинии» выполняет разные задания. Работает как санитарная авиация, помогая селянам в выращивании урожая, участвует в тушении лесных пожаров. Такая разнообразная работа дает возможность быть всегда в тонусе. Но есть у Анны Валентиновны и своя мечта, никак не связанная с авиацией. Я бы хотела иметь какое-то свое дело. Магазин, кафе, что-то вот на пользу людям. А дарить людям радость у Анны Валентиновны получается уже сейчас. Пассажиры, узнав, что управлять и командовать самолетом будет молодая, красивая женщина, реагируют эмоционально. Хлопают в ладоши, некоторые хотят крепко обнять и поцеловать. Это обычное дело. Анна Валентиновна уже привыкла. Хотя наверняка это всякий раз бывает приятно. А вот необычные ситуации случаются реже и всегда остаются в памяти на долгие-долгие годы. Необычный случай произошел не так давно, года 2 назад. Как раз были пожары повсюду. Мы вылетали с Вилюйска и как раз в Наворье-Усты попали в дым. Ну, было страшно, потому что нам пришлось средь бела дня включать освещение кабины. Практически ничего не было видно и пахло очень гарью. Очень неуютные ощущения. Ну, мы справились, вылетели. В принципе, все благополучно. Доброе утро. Подскажите годность Вилюйска, Нюрбы. Самое удивительное – это то, что Анне Валентиновне удается совмещать работу пилота с работой мамы. У очаровательного командира воздушного судна есть муж, тоже пилот, командир лайнера, и маленький сын, мамино счастье. Кто помогает?
Близкие люди, бабушки, дедушки. Они с удовольствием нянчатся с внуком и тоже ждут из полетов свою любимую дочку. Ну, это, конечно, труд, это ответственность, ну и красота. Да, красота всегда спасала мир. В нашем случае она не только спасает, а еще и постоянно помогает. Помогает каждый день, в суровые морозы и в сильный зной. Ведь у авиации нет праздников и выходных. И как же становится хорошо и спокойно, когда, входя в салон крылатой машины, снова слышишь слова. Вас приветствует командир корабля Анна Валентиновна Лазовская. Надежда Андриановна, вы же возглавляете еще в авиакомпании «Якутия» молодежный совет. Да, все верно. Хотелось бы добавить такой замечательный ролик. Действительно, вот, несмотря на сегодняшние трудности, которые испытывает авиационная отрасль республики, молодые специалисты к нам идут. В сравнении, вот, скажем, с 2014 годом, в 2015 году молодых специалистов принято на 10% больше. И как бы, ну, я общаюсь с этими ребятами. Действительно, ребята приходят с хорошими идеями, с желанием, с интересом работать. Я считаю, что это очень важно, потому что молодежь — это развитие, это будущее компании. Павел Викторович рассказывал о том, что вот «Бомбардье» уже у нас больше года летает в республике. Это самолет нового типа, канадский самолет, но летает еще пока не во все улусы республики. Там в чем проблема? Да, действительно, мы уже где-то в течение 2 лет работаем над допуском данного типа в аэропорты с грунтовой взлетно-посадочной полосой. Ну, как вы знаете, «Бомбардье» Q300, Q400 успешно летают в республике на искусственные полосы. Тем не менее, вот мы столкнулись с такой проблемой, то, что аэродромы с грунтовой полосой не могут принять данный тип из-за технических расхождений в документации с измерением прочности взлетно-посадочной полосы в аэродромах в России и в Канаде. Это канадский самолет. Буквально в этом году, в начале года, было проведено большое совещание с участием Росавиации, компании «Бомбардье», Минтранса, руководителей аэропортов. Была разработана система допуска, да, данного типа в аэропорты в 3 фазах. Первая фаза – это осуществление технических рейсов в данные аэропорты, проводится анализ компании «Бомбардье» по полетам, и далее уже допускается самолет на коммерческие полеты. Успешно на 12 аэродромах были проведены технические рейсы «Бомбардье Q300», и, соответственно, также успешно получили допуск к коммерческим полетам от компании «Бомбардье» в течение года на коммерческие полеты. К сожалению, летом «Бомбардье Q300» летал только в 2 аэропорта, это в Батагай, в Уснеру, ну, еще в Среднеколымск был 1 рейс. Это все из-за того, что аэродромы как бы недостаточно оснащены техникой, оборудованием для того, чтобы привести... Не готовы пока принимать. Да, не готовы принять данный тип. Ну, соответственно, нет финансирования, это как бы тоже одна из больших проблем. Но, тем не менее, эксплуатация зимой у нас без ограничений. А вот мы о кадрах говорили, да? Скажите, пожалуйста, вот наше Якутское авиационное училище гражданской авиации, насколько вы удовлетворены тем качеством образования, которое получают молодые специалисты? У них состоялся, по-моему, только 1 или, может быть, этот год 2-й выпуск, и их еще оценивать рано, потому что они только вникают в этом году профессию. 1-й выпуск пилотов, 14 человек вышли, они распределены между нашими компаниями, как бы сейчас успешно переучиваются на 24. Также, тем более, и у нас вот видите, опять переучиваются, опять в них надо же вкладывать деньги, опять переучивать, да? На каждый тип воздушного судна, наверное, они должны проходить какую-то... Я вам расскажу, почему. Эта концепция была принята где-то в начале 2000-х большими компаниями. Они собрались, спросили, летное училище у них спросили, каких пилотов вам нужно подготовить, на какой тип, и пришли к такому решению, что они готовят пилотов, в принципе пилотов на своих учебных самолетах, и потом они доучиваются в авиакомпании на тот тип, на который в авиакомпании пилоту нужны. Самолет? Это в данном случае это в Ульяновске используется выпускной самолет Diamond 42, также используется Як-18, Diamond 40 и Cessna 172. Но это вот легкомоторные маленькие самолеты. То есть потом приходится все-таки затрачивать деньги на... Ну это затрачивают деньги компании уже. Понятно. И,
А вообще такая подготовка, это вы как оцениваете, ну, как профессионал, это качественная или... К сожалению, вот такой подход, я думаю, немного снизил качество, но это немножко другая концепция, может, мы не так смотрим по-старому. Может, Здесь, стоит... если позволите, очень просто. Да, пожалуйста. Очень просто. В свое время, когда мы заканчивали училище, мы приходили на какой-то тип. Конкретно я на тип да. Ми-8. Первоначально был Ми-2, то есть первоначально Ми-2, подготовили на Ми-8. Я пришел уже с достаточной квалификацией выполнять полеты в качестве второго пилота. В данный момент сейчас приходят, сложно назвать их, в каком качестве пилотами они приходят, потому что их нужно переучивать, учить. То есть они еще, скажем, как сырые, с понятиями того, что они изучили, и сразу же их переучиваем на тот тип, который нам нужен. То есть здесь ложатся на наши хрупкие плечи, так сказать, авиакомпании, и расходы, и дальнейшие их... А потом они налетают 800 часов и уходят на другой тип самолета. Совершенно верно, Вполне такая возможно, трамплинная система, она существует, но от нее никуда не денешься. А вообще, как бы, в тенденции есть изменения в этом плане или нет? Ну а какие тенденции изменения? Нет, тенденции есть. Я могу сказать, что сейчас, допустим, Аэрофлот вышел с инициативой, что сделать учебным самолетом Да, ну простите, очень интересно, но мы Сухой вынуждены заканчивать. На этом мы заканчиваем. Я благодарю всех, что вы приняли участие в нашей программе.